ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 10:00. В Ухтинском следственном отделе подводят итоги проделанной за 2014 год работы. Следователи довели до суда 145 уголовных дел, большая часть по тяжким и особо тяжким преступлениям. Раскрыто 8 убийств и столько же дел о нанесении вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Зафиксировано 3 случая, касающихся изнасилований и действий сексуального характера. Сейчас рассматривается в суде. Мы закончили уголовное дело в отношении пожилого жителя города Ухты, который вступал в половое сношение с несовершеннолетними девочками. В ближайшее время, я думаю, будет вынесен приговор по данному факту. Среди нашумевших преступлений – одно из убийств. Казалось бы, банальная пьяная поножовщина. Но из ряда похожих его выделяет хладнокровие и цинизм, с которыми преступник расчленил свою жертву. Правоохранители нашли в реке несколько пакетов с частями тела. Следователь с сотрудниками уголовного розыска нашли 3 пакета с частями человека. За данное преступление Лавренюк уже осужден, получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Коррупционным делам уделялось не меньшее внимание. В суде рассмотрено 2 дела по взяткам. Преподаватель одного из вузов осужден на 3 года условно. Он за незаконное получение 2000 рублей заплатит штраф в размере 100 тысяч. В этом году в следственный отдел начали поступать материалы по обвинению в уклонении от службы в армии. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или до 2 лет реального лишения свободы. Но некоторых ухтинцев это не пугает. За 2014 год нами было расследовано 33 уголовных дела, предусмотрен статьей 328 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно уклонение от призыва граждан на военную службу. Однако работа продолжается. В этом году Следственному комитету удалось предотвратить заказное убийство. В январе женщина попыталась нанять киллера, чтобы убить свою подругу. Недавно материалы дела пополнили еще и эпизоды мошенничества. По предварительной версии, заказчица убийства обманом завладела деньгами 9 человек. Помимо этого, расследуется происшествие на шахтах, которые недавно потрясли наш город. Назначены судмедэкспертизы, а также проверка Ростехнадзором.